Кстати, да, я сама тоже потомок здесь, ну как бы Среднеколымская, но мои предки спустились. Если кто читал Семена Николаевича Курилова, там тоже мои корни записаны. Ну, молодежь местная. Ага. Ну, конечно, в возрасте, но все равно. Вот, поэтому мы рады вас приветствовать. Хотелось бы, конечно, вас ждали очень оленеводы. Но сейчас мы-то как к ним хотели. Да, мы сейчас им дали отбой. У нас дело в том, что в это время они кочуют в лес в связи с похолоданием. И у оленей, у самих крови, то есть они уже начинают миграцию в сторону леса. Вчера им по рации передали, чтобы они отбой, да, и уходили в лес. Потому что мы сбиваем цикл кочевья. То есть они пока стояли, ждали вас уже, ну как бы, да, там уже сдерживать было невозможно. Ну, Евгений Михайлович, тебе слово. Поприветствуй гостей, вот так скажет. Ну, хорошо. У нас очень интересная культура. Каждый живет обособленно. В селе Андрюшкино у нас проживают Ирены и Багиры. В селе Колымское проживают чукчи. Раньше они были морскими, но потом они стали оседлыми оленными, то есть кочевниками. Чукчи сами по себе отличаются морские от оседлых. То есть. И вот у нас, если вы заметили, если карты Республики Якутия ознакомливались, то есть у нас по побережью живут потомки старорусов первопроходцев. Это Русское Устье и Верхний Колыме, да, где вы, вот куда вас судьба закинула, и в Нижнеколымске это село Походск. Ну а Черский у нас это многонациональный поселок. Значит, здесь мы в основном разговариваем на русском языке, потому что у нас и чукотский, и венский, и кагирский, и якутский, то есть у нас здесь и молдаваны есть, и даже есть у нас тут корейцы, и все на свете. Они уже все разговаривают на русском, то есть это самый толерантный, ну не толерантный, но самый такой интернациональный язык, да, то есть без обид, без ничего, то есть. Если же все-таки мы выезжаем в нашем Колымское, да, мы живем там по канонам того села, который нас принимает. Очень здорово. Да, поэтому вот вам будет очень интересно в Походске. В Походске очень интересный говор сохранился на самом деле. Может быть, по словам ученым, там была оспа, то есть переболели. Может быть, это последствия оспы, то есть, ну-ка, что-нибудь скажи, там скажу, да? Хорошо. То есть русский язык, он чуть-чуть исковеркан. Вот вы когда сейчас будете снимать наши сторожи, вам будет очень интересно. Очень интересно. Там Ирина Петровна вас встретит. Тоже потомок русских первопроходцев. Мы, конечно, здесь свои роды знаем испокон веков, то есть и уже знаем, кто откуда. Вот, например, человек идет, мы говорим, это Третьяков Андрюшкина. Хотя, может быть, мы для вас все на одно лицо, да? Нет. Да, нет, да, все разные, да, это хорошо, потому что иногда нас там путают. Ладно. А если, например, там идет, это Мельгивачи, то есть, ну, это чукотский род, то есть. И походских мы всегда отличаем. Даже детишки, уже сколько поколений у нас родилось, они все как бы уже видно в них корни. Вот у нас вот представительница села Колымская, она корреспондент Колымской правды, Надюша. Да, наше подрастающее поколение. Ну, вот с нами сейчас Сергей Анатольевич Зыков тоже. Это первые у нас инженеры, которые приезжали, ставили поселок. Это тоже оставшиеся здесь на севере люди. Сколько нам сейчас ехать? Нам ехать буквально час. Да? Хорошо, мы на Колыму уже выехали. Мы уже на Колыме, да. То есть я могу пересесть? Да. Да? Можем остановить тогда нашу? Да. Кнопочка вон там. В основном лето короткое. Зимой ночью, вот сейчас вот световой день, чуть-чуть, 2-3 часа, ну 2 часа, и все, и будет так темнота. Живем мы в темноте зимой, а летом у нас белые ночи, как в Питере. Солнце не садится, дети путают. А северное сияние бывает? Северное сияние, да, это как бы... Смотри, ждем, нету. Человек теряет кровь. В итоге хирург берет, приезжает вообще ветер был неимоверный, тут штормило, дай бог. Колыма очень суровая. Тут штормит, дай бог. И поэтому мы все никогда уважительно к ней относимся, никогда как бы не скверним ничего. И вот получается, приехал оттуда глава общины на лодочке, забрал вот хирург, взял на себя вот здесь местный, взял на себя ответственность, и они поехали, они как раз стояли около моря, и вот спасли жизнь женщины. Вы представляете, вот
насколько важна нам малая авиация. Вот так вот раз, все. Конечно. У нас вот Андрюшкино, оно находится здесь, 500-400, да, километров. Они вообще там обособленно живут. У них там свое отдельное государство, то есть они сами решают свои проблемы. Вот когда открывается дорога жизни, вот зимний федеральный, да, то есть через Среднеколымск до нас, для них это большой праздник. Во-первых, продукты, наконец-то, да. А так вот, представляете, вот сейчас вот освоили, конечно, вот этот вертолет большой. Договорились, и мы туда доставили им вот к Новому году свежие овощи, фрукты, детки рады, там, и то они там по норме друг другу делят, чтобы всем жителям хватили. Ну, Курилова, дом 8, 14:00 подходите. Там дом такой-то, во столько-то А подходит. их сколько там? А? Их сколько там? Их где-то, 400 где-то там. То есть надо еще так самоорганизоваться, здорово. Да. В Походске у нас где-то сейчас на данный, их вообще 200 с чем-то, но на данный момент в селе 60 тоже обособлена подтопляемая зона. Но люди выбрали, да, подтопляемая, и люди все равно выбрали такой уклад жизни, они все равно продолжают свои промыслы, они продолжают рыбачить. А кто живет в Андрюшкино? В Андрюшкина Ивана Юкагира. Иван Юкагира. В Почему Колымском Андрюшкино тогда? Андрюшкина. Андрюшка. Андрюшкина, да. Андрюшкино, да. Колымское. Черский. Например, Колымское, оно не склоняется. Село Колымское. Некоторые вот, я в Колымске, я там еще где-то. Колымское. Черск. Черский. Тоже Черский, он не склоняется. Фамилия Ивана Дементьевича не склоняется. Черский. Все, я в поселке Черский. А там Черск, там по-всякому тоже. Да. А я в Черском. Да, Нельзя я в сказать? Черском. Нет, я в поселке Черский. А я в поселке. Да. Слово поселок не вариант. Да. Я- Раньше тоже вот малая авиация здесь была очень развита. На участке где-нибудь в стаде спички закончились, авиаторы поднимаются и летят. Летят. Это спички закончились. А что значит спички? Это тепло, это значит сохранение жизни, потому что условия очень суровые бывают. Если кто-то у нас тут, тундра очень тоже такая интересная, вот кто из молодых чуть-чуть там начинают чудить, теряются, и вот мы все выезжаем на снегоходах, ищем. Взаимопомощь, взаимовыручка, самое главное у нас здесь, закон. Даже если где-то заимки, то есть мы, если приехали, мы обязательно там приберемся, оставим то, что у нас осталось. Спички должны быть обязательно, потому что если следующий приедет, если он дрова использовал, те, которые заготовлены, он нарубит дрова и оставит дрова, потому что, да, это закон, это закон. Никто у кого ничего не берет, все, что есть в доме, все остается, да. Переночевал, согрелся, покушал, починился, дальше поехал. Вот так вот. Раньше-то наши предки на оленях упряжи и на собачьих упряжи ездили. Это начиная с Нижней Колымы, добирались и до Верхней, то есть до Алахи, все республики, то есть, ну, по побережью друг другу. Вот это вот хороший проект Берегиня, да, то есть, где они там на лайках-то ездят. А у них был тракт, у нас здесь была Анюйская ярмарка, приезжали американцы, вот и Семен Николаевич, все-таки я вам рекомендую почитать, вот он именно рассказывает те времена. Приезжали с Америки, то есть торговали всякими там да, ага, торговались там всякими лопатами, там ружьями, иглами. Вот это он все описал в романе, четко, ясно, понятно, и понимаешь, как они раньше жили, и все это. Жизнь кипела. И вот недавно у нас тоже в каком-то году приезжали американцы в Пликоценовый парк. У нас здесь уникальный тоже пликоценовые парки, есть зимовые такие. Они, значит, у нас пытаются восстановить экосистему. Да, завезли верблюда у нас здесь, да, верблюды? Ага, верблюды, овцы-быки. Очень интересный проект, наверное, мирового масштаба. Как бы всячески его поддерживаем. Но хочу сказать, что даже вот это американцы, которые приезжали, приходили в музей, и там была лопата. Ихняя фирма, которая они уже не лопаты выпускают, совершенно другую продукцию. Они вот умоляли, чтобы мы продали, но у нас есть федеральный каталог, да,
музейных экспонатов ценных, которые федералы видят, что у нас есть в наличии. Как бы нет, ни в коем разе. Ни в коем разе. Вот. Ну вот они были очень сильно удивлены, что здесь где-то лежит лопата, первый продукт той компании, которая сейчас вообще там магнат. Ну, так что вот такие вот нюансы. Половина чукчи у нас, да, наших оленных уехали на Чукотке живут, но общаемся мы все равно. Общаемся, это наши... Вот Чукотка тут тоже рукой подать здесь. Сколько километров, ребят, до Чукотки? Ну вот если так, напрямки. А вот у нас дорога есть. 200, да? Ну не 200. Больше. Нет, это так, напрямки. Да. Ну они рядышком, мы друг к другу ездим, у нас семьи образовываются. То есть дружим. Один раз у нас там заводчиков такой был, глава Анюська. Он молодежь вообще поддерживал. Мы тогда молодые были, тоже гастролировали. И он придумал, говорит, давайте сделаем, давай поженимся. И у нас было сватовство. Сватовство мы восстановили. То есть приезжали отсюда, с Якутии, и смотрели, пацаны девок смотрели. Ленку-то они нашу утащили. Ленку, да, нашу утащили. Вот, Походскую, кстати, ага. И Валерия тоже, Дичкова. Ага, тоже утащили туда, на Чукотку. Поэтому надо жить, изучать свои родные языки, свою культуру уважать, знать ее обязательно. Черчилль говорил, да? А где деньги на культуру? Ага, говорит. А мы все на военные действия, все на это, на оборону. Он говорит, за что тогда воюем? Понятно, да? Поэтому, да. Мы, кстати, у нас такая черта, мы ярые патриоты нашей России, несмотря что мы тут далеко. У нас очень все политически грамотные, все следят за новостями. Ой, вообще тут интересно. Все делают, да, все делают выводы свои, наблюдают за этими действиями. И даже здесь, несмотря что мы где-то за краешком у России, мы готовы, если вот когда был Донбасс, ребята, вот у нас есть ветераны боевых действий, которые пришли в Афганистан, Чечню, они пытались вот у нас порываться на защиту наших. Да, не выпустили, мы их оставили, да. Да, бы еще потеряли бы еще молодых. Да. Поэтому все вот патриоты ярые. Если скажут идти, все пойдут. От мала до велика все пойдут. Хотя вот есть нюансы по жизни, по условиям. Ничего. Скажут, план выполнить, сделаем.